Во вторник страна простилась с великим режиссером Болотом Шамшиевым. Гражданская панихида прошла в оперном театре, а на кладбище Ала-Арча пришел и президент Сооронбай Жээнбеков. Шамшиев, будучи студентом в ГИКа, снялся в фильме Ларисы Шипитько «Зной», а первый же его короткометражный фильм «Монасчи» завоевал гран-при престижного международного кинофестиваля в немецком городе Оберхаузен. После этого он открыл для мира Сюйминкула Чокморова, пригласив непрофессионала на главную роль в своем фильме «Выстрел на перевале Караш». Многие другие кыргызские актеры, такие как Саидбек Джумадылов или Сабира Гюльмишалиева, стали звездами благодаря участию в его фильмах. Шамшиев снял такие шедевры, как «Алые маки Иссык-Куля» или «Белый пароход», а в «Ранних журавлях» он даже усилил финал. Если повесть Чингиза Айтматова заканчивается тем, что подросток Султан Мурат готовится к схватке с местными бандитами, то в фильме получается, что его отец возвращается живым с войны, а его сын погибает в мирном тылу. Беда в том, что Шамшиев не смог снять ни одного фильма за время независимости, поэтому был вынужден писать книги, которые он называл кинороманами и которые были готовыми киносценариями. А главное, это был результат настоящей исследовательской работы. Просто он не мог по-другому. Наше общество недостаточно уделяет внимания своим деятелям культуры. Это же анормальная ситуация, когда выдающийся режиссер с мировым именем в течение почти 30 лет не имел возможности работать по специальности, несмотря на то, что он был переполнен какими-то планами, идеями, заготовками, сценариями. Он не смог снять ни одного фильма. Ну, а что говорить о других, менее известных деятелей кино и в целом искусства.